Так вот, запись началась. Ассаламу алейкум, рахматуллах баракатух, уважаемые братья всего мира, которые нас слушают, русскоязычные. Хочу представить Амира, нашего брата, нагайца из Астрахани, юртовского. Юртовского татарина будем пока говорить, пока мы не выяснили. Амир у нас историк по образованию. Мы хотели бы услышать, кто вы, где проживаете, ну, про вас, какие регалии имеете и так далее. Алейкум салам. Я Амир Мусаев, проживаю в Астраханской области, Приволжском районе, село Башмаковка, сам этнический нугай, или как у нас здесь принято говорить, юртовский нугай, юртовский, ну, русских называют татарами, для них мы все татары. Это, так скажем, внешнее название. Самоназвание у нас нугайлар. В принципе, юртовское понятие это тоже понятие такое внешнее. Само название такого не было. Это вот в годы еще дореволюционные царская администрация записывала нас юртовскими, значит, Карагаши записывала кундровскими и так далее. Самоназвание четко у нас нугайлары было. Ну, старики точно так и говорили. Почему через «у»? Ну, это вопросы такие возникают, но это раньше у нас использовали арабский алфавит, там понятно, что этот символ, который обозначал вот этот звук, после «н», который шел, он как раз звучал как «у». Ну, нугай, нугай. Это не принципиально. Значит, у нас в Астраханской области проживает 4 этнические группы нугаев, или нагаев. Это самая многочисленная, так скажем, и самая такая, у которой национальная идентичность за последние 100 лет напрочь отбита, это вот как раз юртовские. Где-то порядка, ну, скольки там, навскидку, ну, порядка где-то 40 тысяч, наверное, наберется, может быть больше, может чуть меньше. Вторая идет, это карагаши, Караваш-Нугайлар. Они, значит, по численности вторые. Третьими идут утары или алабугатские. Значит, и последняя, самая такая, ну, малочисленная, так скажем, она даже некоторые исследователи считают ее как бы переходной этой группой между карагашами и юртовцами, это Кундрау-Нугайлар. Значит, где проживают юртовские, так называемые, или просто чисто, ну, вот эти Нугайлар. Они проживают в селах, они проживают, во-первых, в пригородах самой Астрахани, в пригородных селах Астрахани, проживают, значит, на территории самой Астрахани. Дело в том, что некоторые села юртовцев были близко расположены к Астрахани, но за счет того, что город расширялся, границы расширялись, и, так скажем, эти территории влились в черту города Астрахани. Значит, к ним, таким вот влившимся, так скажем, на часть Астрахани бывших юртовских сел нужно назвать это Тьек. Тьек – это такая вот слобода, ее по-русски называют Царев, за-царевье. У нас говорят Бргатьек, Аргатьек. Дело в том, что его территорию делит река, по-русски Царев. Почему Царев? Последний Царева протока ее называют в этих русских летописях. Почему? Потому что на берегу этой протоки как раз располагалась, согласно опять-таки документам, ставка предпоследнего хана Астраханского ханства Ямгурчея. Вот. Поэтому вот по местоположению его ставки ее называли Царева протока. Значит, формально эта территория, вернее, это, значит, село было нашим как бы формальным таким неофициальным административным центром. Это самый большой такой населенный пункт был. По некоторым сообщениям, там было порядка к 30-м годам, по-моему, прошлого века, где-то не то 15, не то 17 мечетей. Именно там жил и, значит, работал, значит, Абдрахман Умеров,
он Карагаш Нугай, вот этот наш известный деятель, да, религиозный, общественный историк тоже, кстати, один из основоположников джадидизма среди наших вот нижневолжских тюрк. Именно здесь родился, вырос, и вот буквально в прошлом году открыли ему памятник, и начинал свою деятельность, я открыл в прошлом году вот памятник, это Абдулхамид Джанибеков, это тоже территория Царева или Аргатьяк. Вот. Далее, следующий населенный пункт, который вошел в состав уже современной Астрахани, это, значит, Казаул, это я называю юртовские названия, нугайские и русские, или Машаик, его по-русски называют, или еще говорят поселок Казачий. Значит, чем он известен был, почему он Казаул? Дело в том, что там в свое время располагалась, так скажем, резиденция или там место пребывания кадия или казыя, как говорят у нас, то есть священника верховного вот этого. В общем, тогда муфтиев этих никого не было, а был казый, который был верховный вот религиозный, значит, руководитель и судья. Вот Казаул. Кстати, на территории вот, значит, мусульманского кладбища этого населенного пункта, то есть кладбища Машаика, находится зиарат или захоронение особо почитаемого аулие, это Баба Туклес Шашла Азыза, которого считают, значит, считал своим предком основоположник, значит, ногайской государственности Идиге. Это, так скажем, привет нашим тем оппонентам, которые считают, что могила Шашлы Азизы находится там где-то в Казахстане. Нет, он 700 лет тому назад, он чем известен, он 700 лет тому назад, а в этом году, кстати, исполняется 700 лет событию, это официальному принятию ислама в Золотой Орде Узбек-ханом. Так вот, именно этот Шашлы Азиз был в числе, Баба Туклес был в числе тех миссионеров, которые распространяли ислам на территории Дэшти Кипчака и способствовали принятию в качестве официальной религии ханом узбеком ислам. Значит, следующий населенный пункт, который тоже сейчас находится в составе Астрахани, тоже юртовский, это Семиковка. Значит, название его связано с основателем данного населенного пункта, это Семека Арсланов. Далее уже идут населенные пункты, прилегающих к, ну, подходящих прям границам города Астрахани районов Приволжского и Наримановского районов. Дело в том, что это исторически связано, почему эти села находятся рядом, или аулы находятся рядом с данным городом. Это еще идет со времен Астраханского ханства и включение данной территории в состав русского государства. Мы это проговорим далее. Значит, в Приволжском районе следующие села относятся к населенным пунктам, которые были основаны именно юртовцами, то есть нугаями. Это вот село, где я живу, Кызан по-русски будет Башмаковка. То есть наше название Кызан. Кстати, когда Исаак Апаев писал свое произведение, по-моему, «Ногайский словарь», если не ошибаюсь, как он назывался-то, там он упоминает понятие «казан», но он его связывает, говорит, что у ногайцев нет этого топонима, а есть такой топоним Мангышлаки. Вот я хочу сказать, что казахи не знают, откуда вообще это понятие появилось «казан» у них. Они знают почему, потому что вот это понятие «казан», которое у них есть, там есть районный центр недалеко от Автау, оно связано с периодом, именно ногайским периодом, когда весь западный Казахстан, в том числе и Северный Мангышлак, находились под властью нагаев. Я там общался, в 2010 году я там был на конференции, именно там, кстати, Трипавлов был, многие вот нагаеведы и так далее. И там я спрашивал у местных, как его, ученых и у местных краеведов, говорю, что означает вот это название-то? Объясните мне, пожалуйста. Никто не мог объяснить.
Я говорю, ну, вот у нас, я говорю, вот приехал с такого вот села, у нас, говорим, само название нашего села вот такое, это означает то-то, то-то. Они мне так, да, да, говорят, мы, говорят, не слышали такого. Я говорю, ну, откуда вы услышите-то? Понятно, это, говорю, Нагаев, это наследие Нагаев у вас там. Следующий идет, значит, населенный пункт, они прямо рядом друг с другом стоят, вот на берегу реки Кизанки, это одна из как его, рукавов Волги, когда вот, Волга на Волжская дельта начинается, значит, вот этот рукав идет Кизанка, вот одно село Хзан, следующее это Каргалык, или по-русски Карагали, и чуть южнее село Ексатово, или Майликуль. Далее идут такие села, как Три Протока, Жамали, Кулаковка, Клакау, Осыпной Бугор, Ярлытюбе, значит, Килинчи, Киляще. Ну вот, в принципе, я перечислил все села вроде бы Приволжского района. Далее идет Наримановский район. Здесь прям вплотную, буквально через Волгу напротив Астрахани, где вот новый мост у нас начинается, стоит такое крупное тоже ногайское село, это Солянка или Сулянка. Далее, значит, в Нариманском районе у нас есть Биштубиновка, Биштубе, Старая Кучергановка, Канга. Ну, вроде бы все я юртовские села перечислил. Значит, каково теперь происхождение данной группы Ногаев, да? Здесь, конечно, много таких гипотез, вопросов и так далее. Это часто связано с чем? Это связано, в первую очередь, у нас с политическими этими реалиями. То есть, поэтому порождаются всякие, порой даже мифологические гипотезы, которые не имеют никакой основы под собой. А если брать, так скажем, источники, то, например, в частности, в русских летописях, связанных с вхождением Нижневолжского края в состав русского государства при Иване Грозном, там четко пишется, что когда пришел Иван Грозный, вернее, войска Ивана Грозного сюда пришли, он сам он здесь не был, здесь были его воеводы, там, Висковат и Черемисинов, если я не ошибаюсь. Так вот, хан отсюда, Дербиш-Али, последний хан, он отсюда благополучно, так скажем, ушел, скрылся со своей свитой. А вот, как там пишут на летописях, эти самые воеводы, они собрали вот этот весь народ, всех его подданных, всех его, так скажем, все ясачное население, то есть податное население, и привели, из них взяли шерсть, то есть взяли, так скажем, присягу. И в данном случае это самое население, оно дает присягу уже новому правителю в лице Ивана Грозного. И в дальнейшем вот этих самых жителей, так скажем, вот этого края, а здесь больше никого и не было, в принципе, здесь потому что калмыки, казахи и прочие сюда пришли намного позже, туркмены в том числе позже намного пришли, они включаются в состав вот подданных русского царя, и там дают им такое вот официальное государственное, так скажем, наименование, как юртовские ногаи. Юртовские ногаи, то есть в переводе означает либо местные, как они пишут, ну, юрт это местность, да, либо когда иногда некоторые исследователи пишут именно вот того времени домов. То есть юртовский, ну, и так далее, это обозначает местные, ну, туземные, так скажем. Вот и все. А так, значит, это население здесь у нас было, ну, часть была полуоседлая, понятно, часть занималась, так скажем, ну, земледелием, потому что уже в 1636 году, когда у нас в Астрахани побывал галштинский посол Адам Алиари, он пишет, что рынки Астрахани полны всяких там дешевых, значит, товаров, в том числе этих, как его, бахчевых и садовых культур. И пишет, что их сюда
в очень большом количестве поставляют местные татары. Ну, под нагайские местные татары он пишет. Под татарами он, конечно, понимает именно вот этих нуаев. А подчеркивая местные, он имеет в виду, что это те, которые здесь жили испокон веков, так скажем. Возникает вопрос, да, если бы все вот эти местные, так скажем, нуаи были бы кочевниками, а как они за короткий период, так скажем, от момента вхождения в состав российского государства, это 1556 год, как они уже в 1636 году, то есть прошло где-то 70 лет, стали такими искусными этими садоводами, там, бахчеводами и так далее. Это невозможно, потому что у нас перед глазами яркий пример. Так возьмем, например, наших соседей казахов, которые проживают в Астраханской области. Их в 30-м году насильно во время коллективизации, значит, привели к оседлости, но они, среди них, так скажем, не видно такого вот момента, чтобы они занимались бы земледелием. Они также живут так, как их жили их предки, то есть занимаются скотоводством, только оседлым, да. Многие занимались, вернее, работали в рыболовных тонях, рыболовных бригадах и так далее, но земледелием занятий у них это не наблюдается. Почему? Потому что это тоже, здесь должна быть определенная традиция, которая передается из поколения в поколение. Вот. А данная традиция у юртовцев, она откуда идет? Вот эта традиция, причем поливного земледелия, которая позже была перенята у нас переселенцами из Среднего Поволжья, татарами-мишарами, татарами этими, как его, казанлы. Вот. Эта вся традиция поливного земледелия, она здесь очень в низовьях Волги имеет древние корни. Это, понятно, это Золотая Орда, это вот эти чигири, вот эти арыки, вот это поливные, вот эти все ирригационные системы, которые здесь были, которые вот описывают тот же Ибн Батута или другие, значит, современники той эпохи ордынской. А возможно, здесь даже и наследие, так скажем, хазарского периода, когда здесь были, значит, хазарами освоены, вернее, да, освоены такие приемы поливного земледелия и лиманного земледелия. Лиманное – это когда после освобождения после половодья, когда земля освобождается от воды, то есть вот этот участок земли, который уже, так скажем, заряжен влагой и так далее, просто запахивается, и там что-то сажают, и далее ждут этого, как его, когда урожай поспеет. То есть у современных юртовцев до где-то 50-х, 60-х годов прошлого века оба приема существовали. И лиманного земледелия, и поливного. Сейчас, правда, осталось только поливной. И, кстати, именно вот юртовские села и те села татар, я имею в виду переселенцев потомков переселенцев с Казани и Мишар, которые освоили именно вот ту деятельность в виде поливного земледелия, именно они сейчас являются основными поставщиками ранней земледельческой продукции, в частности, это вот овощной, на рынке нашего города Астрахани и на рынке соседних регионов России, в том числе, кстати, и Казахстана. То есть юртовцы, они сейчас это не забрасывают и этим живут. Мне вот вопрос все-таки немножко уточнить хотел. Вы историк по образованию, но какие у вас регалии есть? Я к чему спрашиваю? Потому что вес, допустим, человека с регалиями будет гораздо выше, чем, допустим, у меня. Я понял. Регалий у меня никаких, я историк по образованию, я работаю в школе, я учитель, но также занимаюсь активно этим краеведческой деятельностью, этнографией и так далее. То есть, регалии никакими я не обвешен. Я такой же рядовой, как и вы, человек. Вы не рядовой, о вас много говорили мои друзья. Нет, я имею в виду в плане того, что там отмечен как-то властью, понимаете, в этом плане. К регалиям, к этим сильно я не стремлюсь. Это не это на первом месте стоит у меня. А на самом деле надо бы, потому что у нас есть, конечно, и доктора наук, и кандидаты, но
чем больше звание, звание тоже имеет какое-то значение, вес Это придает есть, словам. вес придает, но с другой стороны, оно и какие-то ограничения создает, Да, понимаете? абсолютно верно. Оно Вот у создает. То меня вот есть вопрос возникает. нету Бигбулат этого, как скажем, бывает и порой пространства для маневра. Вот. А у нас это есть. Согласен, конечно. У меня вот вопрос возникает. Казалось бы, мен ногай, сен ногай. Мы друг другу помогаем. Вот такая пословица у нас есть в Дагестане ходит. Почему мы друг друга, ну, понимаем, конечно, да, но это нам нужно будет напрягаться. Вот некоторые нюансы в речи есть, которые мы можем друг друга не понять. Кстати, вот одна из причин, по которой мы сейчас по-русски разговариваем. Причин много. Причины исторические, причины культурные, причины бытовые. Дело в том, что, ну, я вам уже говорил, что территория Нижней Волги вошла в состав русского государства уже где-то вот в середине XVI века, а остальные нагаи, в том числе и дагестанские, этого, как его, Карачаевский и так далее, они вошли немного позже. То есть мы были, так скажем, немного изолированы от вас. Не было контактов таких плотных. Раз. Потом это влияние контактов, в том числе с казанскими татарами, здесь наблюдается. Причем влияние шло не только в годы советской именно власти. У нас принято говорить, что значит, советская власть, да, это есть, советская власть, она вела политику укрупнения определенных наций за счет других. Поэтому вот, группы нижневолжских нугаев попали, так скажем, под пресс татаризации, а в частности нагайцы, которые вот живут, по-моему, в Сулакском районе, да, они попали под кумыкизацию, то есть там они говорят по-кумыкски, то есть у них там четко это все прослеживается. Аргентинские новые и другие, много там новые попало под Да, комики. да, вот под кумыков это попало. Это все политика. Но и здесь также надо учитывать, значит, бытовые, рыночные и прочие отношения. Дело в том, что мы здесь оказались в такой ситуации, когда действительно, когда в 18-19 веках началось переселение вот этих средневолжских татар сюда, они активно заселяли сперва город, и там у них устанавливалось с юртовцами хозяйственные какие-то рыночные отношения и так далее. Понятно, что вот эта речь, которая, ну, разговорная речь, которая в городе велась между приезжавшими туда юртовскими мужчинами и местными, так сказать, и вот этими казанлы, они, конечно, старались говорить так, как говорят, то есть подстраиваться под этих казанлы. Вот. И потихоньку вот эта фонема, она менялась. Фонема менялась. Вот. Причем надо, значит, если посмотреть исследователей, то у мужчин речь, так скажем, трансформировалась быстрее, чем у женщин. Женщины сидели дома, занимались хозяйством, детьми, поэтому мало контактировали. У них было мало внешних контактов, вплоть где-то вот до советского периода, да, когда и мужчины, и женщины были объявлены равными в своих правах. И поэтому женщины именно, кстати, были носителями той древней вот этой культуры, в том числе языковой. Здесь также одним из косвенных доказательств является история костюма. Мужской костюм, он более такой, так скажем, ну, интегрированный, то есть там более он такой универсальный, так скажем, да, а вот женский костюм, вот, и в том числе юрту, он сохраняет именно чисто нагайские вот эти черты, там вот это такие элементы одежды, как каптал, аркалык, ату, березя, там и так далее, все это, вот это аспа, вот эти, как его, серебряные украшения, накосники и так далее, все то, что есть у различных групп нагайцев, проживающих на Кавказе, в Ставрополе, в Крыму. Это все есть у юртовцев, у юртовских этих нугаев, у карагашей, да.
И это вот как раз является как бы объединяющим началом. То есть у нас эти элементы есть, а вот у казанских этих татар этого ничего нету, потому что это совершенно другая культура. В мужском костюме у нас осталось что-нибудь вообще? Все-таки. Ну, в мужском костюме, опять сейчас как такового мужского костюма почти и нету. Но если посмотреть фотографию довоенные стариков, ну, там это отличительная черта. Это, во-первых, вот это на головах вот эти смушковые шапки буркля. Это есть. Далее, что ну, вот эти чапаны, вот эти халаты определенные. Далее штаны, сапоги. На ногах сапоги обязательно у мужчин были кожаные, потому что это, кстати, одна из отличительных черт. Дело в том, что когда первые переселенцы с Средней Волги сюда приезжали, я имею в виду татары, мишары, а приезжали сюда в основном бедные слои, бедные, да, и основной элемент обуви у них были лапти у средневолжских татар. Так вот, местные нуаи их называли, сейчас скажу, жукаяк. Жукаяк в переводе означает это надевший на ноги, так скажем, лыка, то есть то, что сделано из лыка. Жука – это липа, да, то есть лапти делали из лыка, который драли из-под коры липы. Вот. И когда они сюда приезжали в этих самых лаптях, для наших, так скажем, прадедов это было как-то вот диковато, да? Вот это за Казанлы среди местного населения закрепилось прозвище Жукаяк, Жукаяклер. Когда вот говорят Жукаяк, все понятно, синоним это Казанлы, это не местные. То есть здесь были моменты вот такие на бытовом и прочем уровне, они до сих пор, кстати, остаются, которые отличают так скажем, уровне вот этноса, этнических вот этих отношений, понятие свой-чужой. Кстати, это сильно и с той стороны. Казанлы, они никогда, когда вот между собой они общаются, так скажем, да, никогда они нуаев не называют татарами, они говорят, это нуайлар. Хотя, когда с тобой общаются, они тебе будут говорить, да, ты наш, ты татарин и так далее, но это уже, так скажем, двойные стандарты. Это Вот по двойные этому стандарты. поводу возникает вопрос. Слово «окавказились» относится к нагайцам, придуманное казахскими националистами, будем так говорить, да? Угу. Получается вот такой странный вопрос. Астраханские ногаи тоже, что ли, окавказились, получается, раз до войны носили такие же папахи, такую же одежду. Женщины тоже наши, видимо, окавказились. Что вы можете сказать по этому поводу? Правы ли они? Мы окавказились или нет? Ну, допустим, можно привести пример тех же каракалпаков. Они тоже одевают папахи. Такие же, к примеру. Они, Туркмены, наверное, тоже окавказились. туркмены одевают папахи. Да нет, папахи. Дело в том, что если бы папаха, она была бы, так скажем, этим, чужеродным элементом, то в нашем языке не было бы своего названия этого элемента. То есть мы бы, так скажем, восприняли бы с этим элементом одежды и чужеродное название, как-то его немножко там под свой язык, так скажем, трансформировав, да? Но дело в том, что у нас название бурк, оно идет издревле, бурк, да? Поэтому говорить о том, что нашим этим, элементом одежды же папаха, она не является, это неправильно. Далее, если смотреть все вот эти элементы костюма женского и мужского, здесь четко прослеживаются следующие. Например, в отличие от элементов одежды тех же самых монгол, у нас обязательно вот у западных тюрк, я имею в виду половцев, а мы являемся одними из их потомков, обязательно является, что в одежде есть... одежда должна быть приталенная, то есть должна быть видна талия. То есть что у мужчины, что у женщины. Это наблюдается у нас. Далее у нас и у мужчины, и женщины вот эти оба запаха, обе половины вот одежды, они как бы стык
застегивается. У монголов, если вы заметили, там идет запах такой большой, да, в правую сторону. Вот. Следующий момент, еще что отличительно, это вот присутствие вот этого плессированного такого, ну, в виде гармошки этого подола. Особенно это наблюдается, вот, например, на старых таких платьях и капталов наших вот этих бабушек и прабабушек, да. И, кстати, такой элемент, например, костюма находили археологи в Половецких курганах. То есть это, скорее всего, наоборот, Кавказ воспринял элементы, так скажем, тюркской, вот этой древней тюркской половецкой культуры. Вот. Тогда все это было модно. Это все было модно. Вспомните даже более древние времена. Вспомните, например, времена там хазарского каганата, когда при дворе византийских императоров начинают носить там эти, как его, какие-то вот элементы костюма, по-моему, шапки, я не помню, что ли, которые туда были привезены, свиты, если не ошибаюсь, принцессы Чичак. Ну, Чичак, Чачак, или это в переводе цветок, да, любой там тюрк это поймет, любой новый это поймет. Вот. Это, скорее всего, вот влияние наших предков, а не наоборот. Ну, потом и на территории Кавказа же кипчаки очень сильное влияние имели. 40 тысяч тех же самых половцев стояло при дворе грузинского там царя, если не ошибаюсь, Давид Строитель, что ли, имя я его не помню, которые туда ушли вместе с ханом Атраком. Вот. Это бесследно, это ну, не остается, это какой-нибудь след, но оставляет. Поэтому говорить, что о Кавказе, это неправильно. Ну, лезгинка — это у нас современный танец. Я знаю, насколько знаю, вот половецкие танцы, к примеру, даже есть такое выражение. В принципе, половецкие танцы танцевали везде-везде, и когда возрождали этот танец, да, ну, они на академическом уровне в театре начинали танцевать, русские ребята, поднимали, по-моему, с Венгрии вот эти вот корни этого танца. Я вот смотрел его по Ютубу, везде там, да, там есть какие-то общие черты с лезгинкой. А лезгинка, в принципе, это просто приспособленный к современности танец, как бы небольшой такой. Вот. Я вот считаю, например, что лезгинка тоже имеет какие-то наши половецкие, ногайские корни. Вы согласны? Я не знаю насчет лезгинки, потому что у нас лезгинку как таковую не танцевали вообще. Да, У нас конечно. есть, по крайней мере, есть свои танцы здесь. Это акшатыр, это щибаля, это пуалашпат он назывался, вернее, это назывался там свои танцевальные мелодии есть, кияусы, это когда вот идет свадьба на стороне невесты, когда чествуют жениха, да, кияуда сылыдлар, вот, кияусы и так далее. Но у нас тоже связь с Кавказом была, потому что есть определенные мелодии, наигрыши, у них даже название есть, лезгинка, тамара, там, махачкала кие и так далее, да. Но они, естественно, переработаны под местную эту, так скажем, ну, традицию танцевальную. Вот. У меня другие вот наблюдения есть, ну, другие эти, кстати, это, ну, есть эти, как скажем, есть другая информация. Вот у нас соседи наши, которые проживают, калмыки, да, не без калмыки, вот у них... Подальше, пожалуйста, скажите. Подальше? Так. Да, калмыки. Вот у калмыков, калмыки это монгольский народ, кстати, да, который сюда, как вы помните, пришел в 17 веке. Нагайцы тоже с ними сперва воевали, потом устанавливали соседские отношения. Так вот, калмыки, они считаются среди монгольских народов одним танцующим, так называемым, народом. То есть у других монгольских народов таких танцев нет. И, кстати, у них танцы называются словом «би». Ишкаби, например. Би, что такое? Бию. То есть это наше слово, танец. Даже вот в слове ишкаби присутствует нагайское слово ишка, это коза, козел. Да? То есть танец козла или танец козы. И вот элементы их танцев и так далее, и даже, кстати, мелодика
мелодии, да, они сейчас вот эти все танцы исполняют с помощью чего? С помощью саратовской гармошки, которая, кстати, активно используется сейчас, использовалась, вернее, и в юртовских нагаях, и у Карагаши. Далее, сами вот эти движения, элементы, они, кстати, близки к нашим танцам. И здесь вот музыкальные, танцевальные исследователи из Калмыцкой республики, они признают нагайские влияния. Они говорят, ну, говорят, да, говорят, ну, не напрямую, конечно, не совсем так, но вот в частных разговорах они говорят, они признают это, они говорят, да, скорее всего, говорят, это влияние нагаев. То есть, когда сюда они приходили, шли с Монголии, да, западные, этого у них не было. И они это вот восприняли, попав вот в это нагайское окружение. И, кстати, у них костюм тоже отличается от монгольского классического. Вот если посмотреть на мужской костюм и так далее, и даже название элементов одежды у них тоже заимствованные, тоже у нагаев, тоже вот бишмет у них, бишмет и так далее. То есть это это так вдогонку теме о Кавказе. Здесь, скорее всего, нугайлар имели влияние в плане культурного, а не наоборот. Потому что у нас была довольно мощная культура, понимаете, у нас было государство и так далее. То есть кто может... У нас было не одно государство, у нас были государства. Понимаете, все постордынские государства, которые возникли после Золотой Орды, да и сама Золотая Орда, она была заселена нагаями и их предками. Вот и все. А как может, например, на какой-то народ или на на каких-то людей влиять другой этнос, у которого государственность была, присутствовала либо на каком-то там первоначальном уровне, рудиментном, или его вообще не было. Я вот, если смотреть на Кавказ, там нет таких мощных государств, особенно на Северном Кавказе, которые имели бы какое-то вот такое, как говорят сейчас, региональное значение. Да? Они имели местечковое значение, но не региональное. То есть дальше вот этих долин, дальше вот этих горных хребтов они не выходили. Вот вы упомянули про утар. Насколько я знаю, сейчас утары, будем так говорить, группа ногаев, да, но практически ассимилирована калмыками. Они сохранили свой язык или, вообще какова судьба их? Как они вообще среди калмыков оказались? Насчет ассимиляции я не могу вам сказать, потому что я сам с ними напрямую не общался, я не был в этих утарских селах, но люди, которые там были и общались, они говорят, что язык их такой же, как у юртовцев, почти. Почти такой же. По поводу ассимиляции тоже не могу сказать. Нынешнее Название у них какое? А? Самоназвание. Самоназвание, вообще самоназвание у них нугайлар. Они себя нугаями называют, да. Утар, нугай. Да. Сейчас в силу, там татары тоже в свое время проводили политику татаризации, есть, конечно, там влияние, тем более в Нариманском районе, где есть населенные пункты, где живут именно компактно переселенцы из Казани, из Пензы и так далее. Конечно, они там определенные влияния на них имеют. У меня вопрос в связи с танцами. Вообще вопросов реально очень много, очень интересный разговор получается. Со знатоком очень хорошо говорить. Насчет танцев. Вот казахи, например, утверждают, что у них не танцевали мужские танцы вообще, в принципе. И вы говорили, что монгольские народы не танцуют. Есть ли связь между этими двумя утверждениями? Возможно, есть. Возможно, есть. Как понимать, не танцуют? Я не искусствовед, так скажем. Просто я то, что знал, что слышал, то, что читал, то, что эти знатоки, специалисты по этому вопросу говорили, я сказал. По поводу танцевального искусства казахов я, честно говоря, по поводу этого не интересовался. Но они пытаются сейчас выдать за свой танец этот кара-жорга, кара-юрга, как это называется, да, но это больше, по-моему, это как раз айратское влияние.
западно-монгольской, да, но там даже если посмотреть на те движения, которые там присутствуют, там обратить внимание, что танцующий он не двигается почти, то есть он извивается как-то, вот какие-то эти движения руками, плечами производит, но вот такого вот рисунка танца, который вот присутствует на нагайских танцах, в той же самой лезгинке или у калмыков, этого нет. У нас же основной момент какой? Это вот даже брать, если калмыков, нас и этих кавказский народ, ту же самую лезгинку, да, то есть это элементы подражания чему? То есть это животным, то есть там мужчина это орел, да, который кружит вокруг там девушка там либо символизируется с лебедем, либо там с кем там еще с какой-то вот, так скажем, более такой птицей, да, слабой, а мужчина это как орел, который кружится вокруг нее, там, пытается либо значит, защитить ее или как-то там обратить на себя внимание и так далее. То есть основной элемент рисунок танца такой. Но вообще насчет этих танцев довольно много интересных этих моментов, если вот брать у нас, у юртовцев, у нас же где-то вот до войны присутствовали вот эти элементы архаики, они были сохранены. И там существовало среди молодежи такое вот объединение существовало в каждом квартале, а села юртовцев делились на кварталы. Дело в том, что в каждом селе была своя религиозная община, так скажем, которая объединялась вокруг мечети одной. Ну, то есть если вот в селе присутствует там 5 или 6 этих мечетей, значит, село делилось как раз вот эти на 5 или 6 этих махалля, как их называли. Вот у нас в селе в Башмаковке было 4 махалля. Причем, что интересно, названия такие архаичные. И в 2 названиях присутствуют эти этнические названия тех самых родов, которые, видимо, участвовали в становлении нашего народа. Вот у нас был такой махалля, как Кинегесаул, это кинегесы, и Курнатаул, это кунграты. 2 махалля носят название Базараул и Хужаул. Хужа тоже непонятно с чем связано. Может, связано это с религиозными определенными деятелями, миссионерами, да? А возможно, это тоже родовое. Например, у тех же казахов присутствует род Хожа, да, который относится к потомкам пророка и его ближайших сподвижников. Вот. В соседнем селе Карагалеле, в Карагалыке имелось 2 таких родовых названия, как Киритаул, это кириты, и Камшак, это кипчаки. А вот в Цареве, это вот говорил я вам, вот это крупный самый такой населенный пункт, который был, там даже упоминается такое, ну, по рассказам старожилов, упоминается такое вот интересное родовое название, как Тухузугуз, Такузагузы. То есть это вот эти центральноазиатские уйгуры. Не современные уйгуры, а еще те эпохи, так скажем, тюркского и уйгурского каганатов. Это где-то 7, 8, 9 века. Вот в каждом вот этом самом махаля был свой совет старейшин маслахат, своя религиозная община, и мужчины ходили только в свою эту мечеть. Это чем-то напоминает, ну не 100%, конечно, это деление кавказских селений у кавказских нугаев, это кубы. У вас же там есть понятие куб, да? Вот. А у нас здесь вот так было. И вот в каждой самой вот этой, значит, махаля была еще подростковая организация, ЖИН называется. И вот она имела какие, значит, эти, так скажем, ну, с какой целью она создавалась? Создавалась с целью воспитания подрастающих вот этих молодых людей. Выбирался среди них обязательно Жейнага, это старший. У него были его, так скажем, заместители, это Тархан и
Тамада, по-моему, еще назывался следующий. И вот они, так скажем, решали вот эти все вопросы среди подростковой среды. Например, когда в этом самом Махале происходила свадьба, допустим, да, или какой-нибудь такой, ну какое-нибудь торжество, вечер, старики, мужчины своих дочерей доверяли только вот этому Жейнара. Жейнара приходил, просил дозволения у отца позволить ее дочери так скажем, присутствовать на этой свадьбе. Отец отдавал, так скажем, под его покровительство эту девушку. И он отвечал уже, Жейнара отвечал за него полностью, как говорится. Если ее обидели там на свадьбе и так далее, да, он полностью нес за это ответственность. Но за это у него была, так скажем, определенная, привилегия. Вот на этих танцах кто единственно мог танцевать одновременно с двумя девушками, это был Жейнара. Это его была такая привилегия, понимаете? Да, интересные такие моменты были. Вот. Даже есть такой по какому принципу этого самого Жейнара выбирали, там, по-моему, как поговорка сохранилась, она звучит следующим образом. Асау булсан асарлар, юаш булсан басарлар, урта жайлы егет болып ерсен, Жейнага айтып саларлар. То есть, понятно, да, Асау это бешеный, да, это, мол, тебя повесить неистовый, Юаш это слишком такой смирный, да, наоборот. То есть надо было быть таким, средним таким по темпераменту, таким взвешенным и так далее человеком, да, чтобы тебя выбрали именно Жейнара. И вот по рассказам стариков, сейчас уже почти тех людей, которые это, так скажем, застали в жизни, они уже ушли в мир иной, они говорили, что до 30-х годов именно так скажем, авторитет вот этих Жейнара, авторитет вот этих советов старейшин, даже во времена, когда здесь уже установилась советская власть, он был сильный, очень сильный. То есть сперва спрашивали, так скажем, советы вот у этих людей, а потом уже шли в сельсовет. Вот так было. Возрождается эта традиция у нас? Нет, сейчас пока этого ничего нету. Вот смотрите, еще в 90-х годах я слышал от ногайских, будем говорить, мудрецов. У нас официально мудрецов не выбирают, конечно, но все-таки я слышал, что 21 век – это век возрождения ногаев. Соответственно, вот вчера прочитал я статью одну, в котором татарские, как правильно выразиться, националисты или ассимилянисты, что ли, призывали бороться против башкиризации татар. Башкиризация, да. Да, соответственно, у меня вот возникает вопрос. То есть они в числе башкир перечисляли и астраханских татар, ногайских татар. Вообще всех получается. Получается так, что самосознание народов, да, особенно ногайского народа, оно возрождается, поднимается и отнимает тех, которые были у татар на данный секунд. Да? Вот как вы смотрите, все-таки, имеем ли мы право быть татарами? Или, может быть, они имеют право быть ногаями? Или как это? Нас же называли все-таки ногаями. И астраханскими татарами называли, и ногайскими татарами называли. Вот, соответственно, как так получается? Какой мы можем дать ответ, каким-то образом выделиться? И вообще, должны ли мы это делать? Неужели, может быть, лучше будет нам всем стать татарами, и возрождать татарский народ вместе, в одном? Как вы считаете, где правда, где правильно, где неправильно? Как вам сказать здесь, кто имеет больше права и так далее? Во-первых, давайте начнем с того, что вот у тех же самых Казанлы понятие татарин, оно появилось после отмены крепостного права. Это вторая половина XIX века. Если я не ошибаюсь, автором этого проекта, создания вот этого именно названия и объединения
значит, народов мусульманских, которые проживали вот в Среднем Поволжье под понятием татары, был Шибагуддин Маржани. Вот. Дело в том, что вот когда они начинают говорить, вот мы татары и так далее, я имею в виду Казанлы, я им говорю, скажите мне, а почему вот в вашем фольклоре присутствуют такие поговорки и пословицы, в которых вы, наоборот, татар, ну, понятие татарин вы, наоборот, выдаете в таком, ну, негативном свете. То есть у них есть такие, например, поговорки «татар атасын сатар», «татар бар жерде қатер бар», «татар, как он называет, татар байыса аяғын стальға салып отырар» и так далее. То есть я говорю, ну, если вы были бы, например, генетически, там, ваши предки действительно носили это понятие, ну, этот этноним татары, вы бы сами себя бы так бы не унижали бы. Они задумываются, но ответить на этот вопрос не могут. Почему? Потому что их предки, вот это, ну, население Среднего Поволжья, оно под понятием татарин подразумевало вот ту страту, ту вот эту группу, которая ими во времена там Золотой Орды, позже во времена Казанского ханства управляла. Понимаете? Это вот это военное, вот это феодальное сословие. И там, кстати, в большинстве своем присутствовали нагайцы. Ну, яркий пример – это группа вот этих, значит, нагаев, которая туда ушла, допустим, с той же самой Сюембике, да? Вот. Теперь же, после того, как все это осталось в далеком прошлом, в конце 19 века это все возрождают и начинают под это дело, так скажем, подгребать всех и вся. Здесь еще такой самый, ну, еще у них был плюс в каком плане. Дело в том, что понятием татарин или татары называли всех вот этих народов, тюркских народов и не тюркских, кстати, которые проживали на территории бывшей Золотой Орды, Монгольской империи. Это называли их русские летописи и арабы, по-моему. Вот в русских летописях все, кто живет на востоке от Руси, они все татары. Кто живет на западе от Руси, они все немцы. Там есть английские немцы, голландские немцы, испанские немцы и так далее. А здесь есть эти, как его, казанские татары, там астраханские татары, ногайские татары, горские татары, там кавказские татары и так далее. И это традиции, ну, в царской России присутствуют. Даже вот когда, например, создавали дикую дивизию во времена Первой мировой войны, да, это 100 лет назад, там был так называемый татарский полк. Но он состоял не из татар, он состоял из азербайджанцев. То есть азербайджанцев называли татарами, этими закавказскими. Вот. Но самосознание этих народов после, национальное самосознание после революции, значит, росло, крепло, они все в большинстве своем вот эти ну, экзоэтнонимы отмело, назвали себя так, как они себя называют, да? Там горские татары себя называют карачаевцами, там, балкарцами, эти, как его, дагестанские татары себя кумыками называют и так далее. Почему нам так называться? У нас есть самоназвание Нуай, которое, так скажем, ну, прославлено исторически, да, например, на Востоке вообще, в восточной части степи у казахов, у узбеков вообще нет понятия, не было понятия татарин. Тот же Абай Кунанбаев, например, в своем вот этом, как он называется, в своем произведении, если я не ошибаюсь, оно называется «Черное слово» или «Карасюс», что ли. Там он, да, там он же, когда говорит Нуаи, да, и так далее, он там же говорит не про нас с вами, он говорит про казанских татар, которые несли рекрутскую службу и так далее, да, но к ним он этноним татар не применяет, он применяет этноним Нуай. Почему? Потому что понятие татарин там было среди казахов, среди узбеков вообще неизвестно. Они знали, что на западе от них живут Нуай, все, больше там никого нет. И дальше их географические, этнические эти познания, так скажем, не выходили дальше этого, и этого им было достаточно. Поэтому я считаю, что на данный момент у нас есть свое самоназвание, Аллах Ашикар. Вот этого и надо держаться. В принципе, я согласен, конечно же. Но вот меня вот интересует,
просто физическая выгода. Это не мое мнение, я просто выдаю слова татарских, там, других ассимилянистов, да. Ведь гораздо выгоднее было бы всем объединиться под одним названием, тем более какие-то все-таки исторические обоснования этому есть. Например, крымские татары, к примеру. Они 3 субэтноса имеют, Таты, Ялыбой и Наваи, и в то же время называют себя крымский татарин. Вот они как бы объединились под этим делом. И получают все выгоды от этого. Соответственно, если Наваи, допустим, коих немало в татарской среде, будем так говорить, да, будут продолжаться называться татарами, не будет это нам выгодно. Не понял. Они будут продолжаться называться татарами? Или, Ну, или да, вы имеете в виду, все нугаи будут татары? в В том чем числе, да, выгода? и Наваи В тоже чем, в станут чем татарами, выгода? В допустим, чем да. выгода? Я не пойму, в чем выгода. Ну, то, что как бы единым фронтом выступить, побольше депутатов иметь, побольше представительства власти иметь. Я сразу говорю, это не мое мнение. Просто я показываю точку зрения вот этих татар. Они предлагают нам вот эту выгоду предлагают. Ну, я понял вас. Представительство власти, там деньги, Я выборы, понял, там понял, много понял. чего там есть, в Нет, принципе, по знаете, моей это, точке зрения. это все замануха называется, понимаете? Это все замануха. У нас говорят же, ашигауз ноғайлар. Вот это и есть этот момент. То есть темную используют. Просто у меня к вам в качестве контров, так скажем, аргумента, это вот пример нас с вами. Нас, вернее, не с вами, а нас. Мы вот благодаря политике, так скажем, татаризации сейчас потеряли язык как таковой. У нас вот с 26 или с 25 года у нас здесь ведется вот политика следующая, что во всех юртовских школах, вот где проживают компактно-юртовцы, вместо родного языка преподается казанский вот этот диалект, казанский диалект татарского языка. И что? Ну, его изучать каким образом? В школе изучили, да, мы пришли и на своем родном нугайском этом языке разговариваем. Так? Но здесь какие минусы? У нас вот за эти буквально, 100 лет уже будет, там, через какое-то время, да, через 7 лет, вот, 2026 году, за 100 лет у нас не выпущено и не распространено среди вот местных, так скажем, юртовских нугаев ни одного произведения, ни одного словаря, ни одного учебника именно вот на местном диалекте. Понимаете, этого нету. А вот этот татарский казанский язык, он изучается на таком уровне, так скажем, как иностранный, условно скажем. И здесь, и вот сейчас это одна из причин, почему многие родители от этого изучения этого языка отказываются, да? И в итоге у нас идет уже русификация фактически. То есть и свой язык потихоньку начинает, и свой диалект забывать. То есть тот язык не учит, потому что он не свой, это понятно уже на генном уровне, да? Люди же не дураки, они понимают, что это не твой язык. Вот. А святое место пусто не бывает, начинают, значит, переходить на русский язык, потому что там надо знать этот язык для того, чтобы куда-то поступить учиться и прочее, вот такие понятия, понимаете? И это ведет к чему? Ведет к тому, что язык, он сейчас фактически находится, на грани, если не вымирания, потихоньку исчезновения. Сейчас вот поколение, еще 1-2 поколения уйдет, который является еще носителем языка, и он исчезнет. Хотя наш язык, он очень древний язык. Это очень древний язык. Это язык, на котором говорило население Астраханского ханства, Большой Орды, Золотой Орды и так далее. Понимаете? Тут есть такие слова, такие, скажем, термины, которые не присутствуют не то что там в татарском языке, но и в некоторых, даже в диалектах ногайского языка присутствует. Вот. Это местная особенность, потому что это связано с тем, что мы здесь проживаем испокон веков, мы автохтонное, коренное местное население. Ну, я тебе вначале сказал же, спросил, сколько тебе лет, кто старше и так далее, ты сказал, ты говоришь, мой агай, да? Я говорю, да, агай, но у нас, говорю, обращается к старшему брату, у нас, говорю, хахам обращается. То есть никто из ни татар, ни нагайцев, у них нет этого понятия хахам.
Это есть только у юртовцев, у карагашей даже нет. А почему? Потому что этот термин идет от слова каган. Знаете, да? Если вы помните, Каганом кто мог быть? Каганом мог быть либо... То есть власть Кагана как передавалась? От старшего брата младшему, а потом уже к старшему племяннику. И вот под понятием хахам у нас обращается либо к старшему брату, либо к младшему дяде со стороны отца. То есть это вот этот, так скажем, элемент, он сохранился. То есть пережил сколько веков, понимаете? И сейчас благодаря вот этой, ну, не очень, так скажем, правильной политике в плане языка и так далее, когда в угоду одной какой-то крупной нации остальные мелкие, так скажем, малочисленные этносы отдали этот откуп, привели к чему? Привели к тому, что идет деградирование языка. Деградация. И это ни к чему хорошему не приведет. Ни к чему хорошему. Потому что любой народ, любой представитель этого, как его, любого этноса возьмите, да, его, если ты от своей культуры, от своего языка оторвешь, чужую культуру, если он не будет ценить свою культуру, свой язык, чужую культуру, чужой язык, он вообще и вообще не будет ценить. Он будет, ну, как сказал в свое время Чингиз Айтматов, будет манкурт. И все. Это опасно. Потому что люди, которые не ценят своей культуры, не знают ее, и тогда чужой они тем более не будут ценить. Они маргиналы. Это будут маргиналы. Ни к чему хорошему этого не приведет. То есть у людей, у народов будет сбита, так скажем, система ценностей. А если этого нет, будущего, так скажем, ну, с этими людьми далеко не уйдешь. Мы им нужны только для... Почему они зашевелились, я вам скажу, мы им нужны только для переписи. От переписи до переписи про нас вспоминают, потом благополучно забывают. Все. Абсолютно верно. И Вот все. у меня, Хакам, возникает предложение по этому поводу. Выпустили недавно словарь, и туда предлагалось включить диалектизмы. То есть наши ногайские диалектизмы с кубанских ногаев. Альхамдулилля, очень там много разных слов, которые не применяются в других местах. Как бы синонимы, да? И у тарских ногаев, возможно, есть, у карагашских, у юртовских ногаев. Это у нас наши синонимы. Наш язык очень богат. Много синонимов стали диалектизмами, в принципе. Я предлагаю, в принципе, внести их в словарь. Как синонимы, просто-напросто. Это был бы интересный вариант. Вот насчет татарских ассимиленцев вы абсолютно правильно сказали. Мне кажется, они просто испугались. Поэтому мы на правильном пути находимся. В том смысле, что сейчас вот на данный секунд очень много ногаев вспоминает, что они ногаи. В прямом смысле это слово вспоминает. Открывает книгу, читают, оказывается, мен ногай. Вот я даже более того скажу, я знаю одного аварца, который вспомнил, что он новай. Вот. Ярко выступает сейчас. А кумыков там, не знаю, несколько человек таких знаю. Соответственно, они сейчас ходят и говорят, что без новай, без новай. Вот возникает вопрос. Самосознание юртовских ногаев какими темпами поднимать? Я знаю, что там есть, конечно. Вот вы, например, да? Какие шансы у нас есть, допустим, хотя бы в этом году в переписи какую-то часть юртовских ногаев показать, что они ногаи, записаться ногаями? Но, смотрите, эту схему не я ее открыл. Любой этнос состоит из трех, так скажем, ну, таких групп, любой этнос, любой народ, да, из таких по-разному заряженных групп. Есть там определенный процент таких вот деятельных людей, да, которые пытаются всех тянуть вперед. Есть там определенный тоже малый процент людей, которые все тянут, ну, которым маргиналы, которым все равно они, так скажем, тянут всех вниз. И есть основная масса, которых надо раскачать. Вот. Поэтому сейчас мы в этом направлении начали работать. Мы вот буквально недавно общественную организацию создали. Буквально вот 21 февраля, в день Международного дня родного языка. Это праздник, который объявлен ЮНЕСКО. У нас было собрание, мы там создали именно общественную организацию, общественную, по сохранению, цель у нее сохранение и возрождение родного языка, культуры юртовских ногаев. Ногай-юрт она называется.
еще надо, это районная организация пока, нам еще предстоит зарегистрироваться, Алаберся. Вот. И начинаем вот эту работу. Ну, сколько людей, так скажем, запишутся новыми, я вам сейчас врать не буду, не скажу. Ну, цифру я вам не скажу, ни процентном, ни в количественном отношении. Но то, что хотя бы несколько юртовцев запишутся новыми, это уже будет победа, так скажем, понимаете? Потому что за вот эти годы, когда их, так скажем, мозги прокачивали, что они татары, 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 то есть они находились под таким, скажем, ну, тяжелым таким летаргическим сном, да, сразу, чтобы они встали и пошли, ну, это дело ни одного дня, ни одного года и ни одного даже десятилетия. Ну, Это да, нужно сейчас работать. Это нужно сейчас работать с молодежью. Это нужно в молодежь это вкладывать, потому что, ну, уже сформировавшиеся личности, вот, тем более вот эти поколения, которым сейчас 50-60 лет, там, они уже, ну, не все, конечно, но большая часть, если они там со школы им говорят, что они татары, да, они вряд ли от этого уйдут, тем более многие из них, так скажем, имеют какие-то, может быть, от этого преференции, выгоды, да, какие-то, они, конечно, будут свое толкать. Здесь еще один момент есть по поводу вот этой татаризации. Здесь же у нас вся вот эта интеллектуальная часть этноса, которые, ну, большинство, конечно, которые вот в плане культуры, в плане там науки и так далее, как-то себя проявляет, она быстро к Казани подбирается. Казань ее быстро подбирает, находит им, так скажем, ну, выделяет, так условно скажем, часть кормушки, да, вот это твое, работай, содержи себя, достойно себя и свою семью, но при этом давай работай, так скажем, выгоду общую татаризма. И они это они как, так скажем, пятая колонна, через них они вот эту свою политику здесь ведут. Поэтому здесь надо создать такие условия, чтобы Нугаем было быть выгодно, понимаете? У юртовцев это есть, у них это есть, эта черта, это должно быть выгодно. Не просто так. У меня первый вопрос возникает такой, а не голки иракские? У большинства вот этой инертной массы, а не галбизгакеры. Вот и все. чуть подальше, Поэтому, пожалуйста. а? Чуть-чуть подальше. Ага, подальше. Поэтому здесь надо с этим работать. Этим надо работать. Людям это все, так скажем, объяснять. И вот выпуск вот именно словаря юртовского диалекта, это был бы хорошо. Вот мы первую задачу ставим выпустить его. Пусть сперва в виде брошюры небольшой, но это будет уже, так скажем, первый такой шар, первый пробный шар. А дальше уже можно работать. Потому что когда человек видит слова, которые ему понятны, там, термины родства, там, какие-то хозяйственные элементы, какие-то там бытовые и так далее, которые вот названы так, именно так, как они дома произносят, это у него что-то трогает его, так скажем, струны его души. И там уже это начинается, вот это все движение. Вот. Поэтому вот в этом направлении надо работать. Абсолютно верно говорите, Амир Акай. Хакам. Вот вопрос возникает, каким образом идет, вообще есть ли сотрудничество между другими группами нагайцев? Ну, карагарскими ногаями, сутарскими. Ну, сутарским, по-моему, я так понял, вы даже не виделись. Вот. Но вот имеется в виду между различными субэтносами, будем так говорить, ногаев и организациями. Какое-либо сотрудничество есть? Не лучше ли вообще, мне кажется, одну организацию сделать, что для ютовских, что для карагарских, что для утарских и других ногаев? Как вы думаете? Какое сотрудничество есть? Нет, это вообще эта идея есть такая. В каждом районе, где компактно проживает Нугайлар, создать свою местную вот эту организацию, которая будет развивать, так скажем, именно вот на районном уровне какие-то местные эти особенности, да, групп вот этих субэтнических, а на региональном уровне, я имею в виду областном уже была, чтобы организация, которая эти все
районные организации объединяет и корректирует их работу. Но мы с этими, как его... У нас вообще в плане ногайского вот этого движения лидерами, пионерами, так скажем, являются представители именно карагашской субэтнической группы. Ну, известный один из тех людей, который возродил вообще ногайское движение в Астраханской области, это был сейчас ныне покойный Равиль Тимохамедович Джуманов. Он, кстати, мой очень близкий человек. Мы с ним долго, так скажем, сотрудничали. Он сам жил долгое время у нас, в Башмаковке, работал учителем в селе. Вот. Потом уже где-то с конца 80-х годов, начала 90-х он уже вот в это движение нагайцев он прям головой окунулся. Создали они вместе с единомышленниками организацию областной Берлик. Вот джанибекские чтения, которые вот сейчас у нас проводятся в этом году, по-моему, в прошлом году, по-моему, 25 лет было этому движению, джанибековские чтения. Он тоже был инициатором этого самого проекта. Тоже благодаря его инициативе в прошлом году был, значит, заложен камень, закладной камень, значит, под памятником Джанибекова Абдулхамида, который в прошлом году наконец-то открылся. И вот он сам этнический Карагаш Новай. Вот. И мы, так скажем, на них ориентируемся, вот, на их опыт. И сотрудничаем со многими этими ребятами. Мы сейчас в этом направлении работаем. Вот ребята вот из ИДИГЕ, ребята из организации, ребята из проекта Карагаш Новай, все они являются нашими этими сподвижниками, нашими соратниками в этом деле. Машаллах, машаллах. Я знаю, что карагашцы уже 50% пути как минимум прошли, альхамдулилля. Вот в 90-х годах, точно не скажу какой год, они, можно сказать, привезли, украли почти, что можно сказать, наших двух девушек с педколледжа в Терекле-Мектебе. Ну, то есть как украли? Предложили, хорошее предложение сделали, привезли их, они ногайский язык начали преподавать, естественно, нашли себе женихов, мужей, так и остались, и сейчас в нескольких школах карагашцев преподается ногайский язык. Получится ли у вас такое сделать как-нибудь? Не знаю. Учительница ногайского языка. Но сейчас, в принципе, у нас педколледж закрыты даже в Терекле-Мектебе. Но специалисты есть, которые не работают, допустим, которые готовы пойти на это предложение, но уже замужние. А есть еще в Карачаево-Черкесии наши ногайские, как сказать, преподаватели там, или специалисты, да, специалисты. Ну, это, конечно, можно сделать, но не сейчас. Потом элемент какой здесь, понимаете, здесь вот вы вначале говорили про диалектизмы. Все-таки наш язык, даже вот юртовский, если брать, он к литературному, тому диалекту, который сейчас официально признан литературным ногайским языком, он с ним отличается. От него он отличается. Поэтому здесь нужно как-то немножко интегрированно подходить. Вот я же говорю, начинать вот с чего? Вот с этого словаря, потом, возможно, используя вот специалистов в языке, попытаться разработать грамматику и прочее вот юртовского диалекта, и хотя бы вот с этого начать. Потому что здесь я боюсь, в каком плане может это не пойти, то есть может быть такое же отторжение, как с казанским языком было. Понимаете? У нас все-таки с литературным... У нас вот у некоторых групп нагаев, с некоторыми группами нагаев язык схожий, юртовский. Когда вот я с ними разговариваю, они говорят, ты как наш разговариваешь. А с некоторые говорят, я не понимаю, что ты говоришь. Вот. Я вот разговаривал с Анваром Суеновым. Суенов Анвар есть? Знаешь, что его? Да. Анвар Ахай, да, мы с ним вот позапрошлом году или в прошлом году ездили в Атырау, мы были в конференции тоже, там
там с ним познакомились, пообщались, он говорит, ты, говорит, говоришь как наши, говорит, там, буквально. Там. Вот. А с некоторыми надо там как-то вот определенные моменты оговаривать и так далее. То есть сходу ни я их не понимаю, ни они не понимают, так скажем. Поэтому здесь... Да, это очень огромный труд предстоит нам, на самом деле, огромный труд. Примером можно даже кубанских ногая взять. Альхамдулилля, у них ощущение полностью, что они ногая, конечно же, но опять же есть диалектизмы. В принципе, я лично двумя руками за. Я не хочу, чтобы все богатство, вот вся пестрота нашего языка, все богатство нашего языка не было утеряно вообще, даже ни один элемент. Мне кажется, огромное право имеет что кубанский ногай, альхамдулилля, что утарский ногай, которых мы как будто на край ногайского мира закинули, как будто получается. Юртовский ногай. Все имели свой диалект. Это же богатство нашего языка. Я считаю это абсолютно правильным. Но насчет литературного языка чуть-чуть не согласен. Все-таки, например, русский, к примеру, да, есть русский язык классический, литературный язык. Его все знают. Но в то же время есть регионы, где окают, джокают, там, не знаю, разные варианты есть. Вот как кубанский ногай, к примеру, да, они же, в принципе, литературный язык знают очень хорошо. Но и свой диалект тоже не забыли. Они вполне свободно с ним разговаривают. Дело в чем? Дело в том, что нам сейчас, нагайцам, требуется численность не для того, чтобы ради численности, а для того, чтобы наши книги, наш язык, наша, там, не знаю, культура имела сбыт. То есть, проще говоря, это как торговля, как экономика получается. Будет спрос, будет предложение, как бы, типа такого. Ну, да, экономически должно быть оправдано. Да, спрос, он если маленький, то есть, не нужен человеку книга на нагайском языке, потому что он не умеет ее читать. Это уже неправильно. Поэтому нужно знать хотя бы литературный язык, чтобы уметь читать и чтобы приобщиться к общему нашему богатству нагайского языка. Многие нагайские книги не переведены. Многие нагайские легенды, которые существуют на Кубани, они неизвестны в Дагестане, к примеру. Дагестанские неизвестны в Астрахани. Ну и так далее, и так далее. Я думаю, что нужно одновременно работать по двум фронтам. То есть и возрождение своих диалектов тоже в том числе, да, и литературный язык. Они должны как бы параллельно идти. Не знаю, вот так я думаю. Ну, это дело не одного года, Да. ни одного дня, ни одного этого. Сейчас, ну, я еще раз говорю, здесь у нас был сегодня разговор по юртовцам, вернее, начали мы его. Здесь у нас первая задача – это их самосознание пробить, понимаете, поднять вот это самосознание, а в дальнейшем, и дальше уже работать вот в том направлении, в котором вы говорите, то есть по языковому этому направлению, по культуре там и прочее, прочее. Но для этого нужно собраться людям, нужно собраться, высказать свои мнения и прийти к какому-то консенсусу, к общему решению. В принципе, у нас сейчас очень хорошая ситуация у нагайцев. Богатейшая история, которая, в принципе, всех нагайцев по-любому объединит. Я уже вижу даже плоды этого сотрудничества, разговора и нашей богатой культуры. Имеется в виду, куда бы ни ткнулся, даже казанский татарин, я уже не говорю про юртовских ногаев и других, да, он в любом случае натыкается на нагая. Ногай, везде в любом случае есть ногай. Отсюда вывод такой, что я лично, честно говоря, в далекой перспективе не переживаю, что ногай исчезнут. Иншаллах, все будет хорошо. Но в ближайшей перспективе нам предстоит огромная борьба за каждую мелочь, которая, казалось бы, не имеет значения, но, в общем, в пропаганде вот этих татарских, казахских националистов, ассимилянистов, будем так говорить, имеет огромное значение, потому что это нюансы, которые позволяют им претендовать на наше наследие. Вот там кто-то там когда-то где-то называл нагайские татары, к примеру. Вот, пожалуйста, уже татарами стали. Вот. Другие нюансы они исключают, они как бы игнорируют, они как будто не замечают этого, что их самих называли ногаями в некоторых местах. Вот, к примеру, да? Но я думаю, что 1 час 20 минут у нас идет уже эфир. Формат Ютуба, он час-полтора, это максимально, который он выдерживает. Человек вообще, в принципе, не способен концентрироваться.
Современный человек вообще привык, что ему 5 минут, 6 минут это максимально, где он концентрирует свое внимание, и потом у него разбегается. Все. Я думаю, что мы закончим на этой ноте. Очень прошу вас еще раз выходить к нам на эфир ко мне. Очень было интересно. Нюансов очень много я узнал. Вот. С нами был Амир Мусаев, учитель истории из Астраханской области. Ассаламу алейкум. Бекбулат, по поводу вот общения и так далее, да, я с вами согласен. Дело в том, что именно вот такие моменты, именно вот такие, так скажем, эфиры, вообще общение, они, так скажем, стирают вот эти границы, стирают вот грань непонимания, да, между различными этническими группами нашего народа, между народами и так далее. Поэтому это хорошее вообще начало. И я рад тому, что с вами познакомился. И готов, в принципе, к дальнейшим эфирам. Просто давайте как его, определимся, там, по каким нам нужно моментам пройтись. Вы сказали, что очень много времени людей, мол, утомляет. Поэтому пройдемся по определенным областям, там, по культуре, по обычаям, там, по датам и так далее, да, юртовцев, если у вас есть какие-то вопросы, будут коротко, четко и так далее. И будем, так скажем, эту тему в дальнейшем развивать. Спасибо вам. Давай, сау болт. Хакам. Хакам. Ассаламу алейкум всем юртовским и не юртовским, всем новая мира, иншаллах. Сау. Алейкум рахматуллахи ва баракатуху.